Доброго и ясного дня вам, дорогие друзья. Надеемся, погода радует вас теплым солнышком. И пусть эти приятные моменты, эмоции и ощущения продлятся весь день. И обязательно не забывайте улыбаться, ведь улыбка – залог хорошего настроения. Как обычно, после музыкальной композиции мы продолжим нашу передачу. Оставайтесь на нашем канале. Сегодня, 2 апреля, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Цель этой даты – подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим аутизмом. В этот день во всем мире по телевидению показывают ролики социальной рекламы, проводятся конференции по аутизму, на которых специалисты и родители аутичных детей имеют возможность рассказать обществу об аутизме как о глобальной проблеме. И сегодня наш эфир мы тоже решили посвятить данной теме. Я с большим удовольствием хочу представить вам наших гостей в студии. Это Сапарова Бахданур Сериковна, Дусимгалиева Гульнара Ракамжановна. Они являются специалистами кабинета психолого-педагогической коррекции города Уральска. Минеева Венера, заместитель директора детского центра «Байтерек». Аскарова Алтын, психолог-логопед. И Наталья Шахидова, родительница, мама ребенка с аутизмом. Я рада вас приветствовать сегодня в нашей передаче. Ну и, конечно, вначале хотелось окунуться в историю. Именно 2 апреля мы отмечаем Всемирный день распространения с аутизмом. Могли бы вы сказать вообще, в чем причина аутизма? Что такое аутизм, разъяснить? И далее уже рассказать, от чего появляется аутизм и насколько повышается риск рождения ребенка именно с аутизмом, в результате чего это бывает. Ну, как вы сегодня сказали, сегодня 2 апреля – это распространение информации о проблеме аутизма. К сожалению, с каждым годом число детей растет. И сказать, что аутизм, он приобретенный или он рожденный, то есть научно он не доказан. То есть генетически это, или экологически, или что-то пищевое. То есть, возможно, у ребенка в раннем возрасте есть проблема. То есть, если ребенок не отвлекается на имя, не смотрит в глаза. И, как говорят, например, родители, мы получили первую прививку, и здесь был толчок. Он не заговорил, то есть он не смотрит в глаза, он не отвлекается. Вот этот сам, то есть у него уже были задатки проблемы, и вот эта сама прививка, но это опять-таки научно не доказанное, И самое, не проблема, а чтобы родитель вовремя, уловил, посмотрел, то есть, что у ребенка проблемы. Уже с раннего возраста. Раньше, если замечали в 2-3 года, говорили, если нет у ребенка речи, или, допустим, он не играет с другими детьми, говорили, ладно, в 3 года он пойдет в садик, в 4 года, он обязательно заговорит, он будет также играть с детьми. Нет, сейчас уже в раннем возрасте, то есть можно в 2-3 месяца отследить, когда разговариваешь с ребенком, смотришь ему в глаза, когда ты гулишь, то есть дает же обратную реакцию на улыбку ребенок, то есть, когда мы малышу смотрим в глаза и говорим, допустим, гулим вместе с ним, он смотрит в глаза, улыбается. Уже в тот момент, если ребенок не смотрит на вас, не дает обратную реакцию, допустим, эмоцию, улыбку, тогда уже можно звоночек, тревогу. Что это уже проблема, с этим ребенком с раннего возраста разговаривать. Уже бить тревогу. То есть проблема аутистов в нашем обществе становится более заметнее с каждым годом, таких детей увеличивается, Да. Угу. Как вы до этого говорили, глазами аутистов мир выглядит совсем иначе. И вы, как специалисты, работающие с этими детьми, видите, и изменения. То есть, так как я думаю, что есть, все-таки какие-то положительные сдвиги, когда систематически, работать с этими детьми параллельно, с родителями. И хотелось бы тоже, чтобы вы, как специалисты, рассказали, как давно вы работаете с такими детьми, какие методы применяете в своей работе и насколько сейчас заметен, результат. Я аллиграфенный педагог, Дусимгалиева Гульнара Ракамжановна. Работаю в КППК 2017 года. Я в своей работе применяю игровую терапию,
Сейчас с этим игровым терапией мы делаем хорошие результаты. И у нас раннее вмешательство есть. Мы готовим от 0 до 3, мы готовим детей в детском саду, чтобы они были уже готовы идти в детском саду. И вместе с ребенком работаем с родителями, чтобы они тоже, как мы применяли эти игры, методики, они дома это все делают. Так, еще сенсорная интеграция. Мы применяем в своей работе сенсорную интеграцию. Сейчас дети не умеют просить, свое тело не ощущают они. Вот над этим мы и работаем. Я бы хотела дополнить, да. Впервые в Уральске у нас в 2018 году в нашем центре был открыт при поддержке фонда Булата Тимуратова аутизм-центр. Вот, как сказала Гульнара, игровая терапия. На тот момент у нас было 5 программ, и одна из программ была именно Джаспер. Вот Джаспер была именно игровая терапия. Но здесь таки опять как, чтобы у ребенка хотя бы не предложение, а хотя бы несколько слов говорил. Допустим, мама кукла. То есть, допустим, мы, когда отрабатываем с ребенком через игровую терапию, ребенок показывает, что это кукла. Кукла, ей научили куклу. Завтра добавляем. Кукла, допустим, наденет платье. Платье добавляем, да? То есть с каждым разом мы усложняем. Сегодня он сказал кукла, завтра надели платье, послезавтра туфельки, а там уже через какое-то энное время ребенок уже он говорит предложение. Учитесь строить предложение. Да, цельное. то есть через игровую терапию тоже так же развиваем. От простого к сложному, да. Мгм. Спасибо, Бахтан. Я на своих занятиях использую арт-терапию. И в своей практике я встретила очень много детей, очень талантливых, которые прям вот сразу создают картины, просто направляешь их. И вот эта арт-терапия, туда относится кукольная терапия, сказкотерапия, песочная терапия. Вот все эти терапии, используя на своих занятиях все эти терапии, я развиваю мелкую моторику, сенсорное восприятие, тактильные ощущения. Во время лепки и рисования, например, ребенок, это, например, части тела, да, когда рисуешь, когда лепишь уже ребенку, заодно развиваешь речь. Ребенок лепит, и вот где расположена рука, все он делает и повторяет с тобой. Поэтому мне так хотелось бы, и чтобы эти дети дальше развивались, у них было, чтобы вот этот потенциал у них увидеть, чтобы они могли дальше развить, и чтобы это все пригодилось их в жизни. И еще она развивает вот все функциональные качества ребенка, готовит к жизни. Спасибо. Могу дополнить, да? Конечно. Если, допустим, вот как я сказала, что в 2018 году в нашем центре был открыт центр Асламирас, аутизм-центр, да, тогда мы, как я сказала, 5 программ отрабатывали, допустим, ранняя поддержка, ПРОН, это обучающие навыки, Джаспер и так далее, да, жизненные, социальные. Мы тогда именно работали по ABA-терапии, отрабатывали. У нас специально была методика, то есть, да, и там все пошагово расписано. То есть дай кубик, положи кубик, одна инструкция была. Сейчас, что я хочу сказать, уже с 2018 года, уже прошло 7 лет, и с каждым, с каждым годом, это современно, наверное, много, наверное, да, методики расширяются. То есть, как сказали, допустим, игровая терапия появилась, сенсорная интеграция появилась, допустим, да, его же на тот момент тогда не было. Вообще в 2018 это первый раз был открыт у нас, на тот момент тогда просто была ABA-терапия. И вот, как сейчас сказала Богданур, допустим, уже арт-терапия. То есть уже появляется много, больше, уже расширяется как бы, да, работа с аутичным спектром. Спасибо. Здесь у нас в гостях логопед, психолог, да, в том числе. Расскажите вы тоже о своих методиках работы с особыми детьми. Аскарова Алтын Жамбуловна, я педагог, психолог, логопед.
Работаю с детьми 2004 года в центре Байтерек. У множества детей с синдромом с расстройством аутического спектра у детей встречается эхололия, либо нету речи вовсе. Эхололия у них встречается, когда они повторяют слова, которые они услышали. И поэтому мы работаем с тем, чтобы они осмысливали слово, чтобы они понимали, для чего предназначается это слово, как выстраивать диалог, как отвечать на вопросы, как приветствовать, как попрощаться. Мы все это учим пошагово. И, конечно же, мы опираемся на индивидуальные особенности, способности ребенка, на их интересы. Например, он рисует, и мы через его интерес рисования, например, выстраиваем диалог. Мы его учим пошагово, как его разговаривать правильно, чтобы он понимал значение слова. У детей, у которых нету речи, мы вызываем вокализацию, то есть мы его учим с самого начала. Опять-таки жестово, по карточкам ПЭКС мы их учим. И это не только работа логопеда, но и мы производим комплексную работу с детьми. То есть это и сенсорная интеграция в наших занятиях присутствует, а также арт-терапия, вот как говорила, а также множество, так скажем, аботерапия. Все это присутствует в наших занятиях, чтобы ребенок мог все комплексно и эффективно получать. И хотелось бы отметить то, что аутизм – это не болезнь, это нейроотличие. То есть мы не можем вылечить ребенка в традиционном смысле. Это коррекция. Коррекция на долгие годы, это упорный труд не только специалистов, но и самих родителей. Ну вот насчет родителей, что касается, да, как идет у вас, ведется работа с родителями, и всем ли родителям вот действительно свойственен, да, дух борьбы с диагнозом и стремление его преодолеть? Ведь многие, услышав, да, данный диагноз, отчаиваются, опускают руки. Но ведь есть, да, родители, которые Конечно, совместно родители с педагогами пугаются, да. Родители пугаются, они преодолевают все эти да, мы помогаем родителям преодолевать все эти страхи. Мы разговариваем с ними, проводим консультацию, проводим обучающие занятия, чтобы показать, как надо работать с детьми. Мы показываем видео, например, отчеты, мы показываем, как надо с ними работать, чтобы получать обратную связь от ребенка, чтобы установить зрительный контакт, чтобы установить связь с ребенком. Потому что ребенок не понимает, для чего ему контактировать с людьми, с окружающими. Ему и так хорошо одному. Ему хорошо, когда он один, и он сам играет. То есть ему комфортно, да, да, ему в своем комфортно мире. так. Но чтобы он не отстранялся и не был отчужденным от социальной, мы его интегрируем в социальную среду. И в первую очередь обучаем родителей. Мы их объясняем, как работать с детьми, чтобы, вот говорят же, 70% заслуги реабилитации ребенка и улучшения, это прям от родителей зависит. И мы все это вот прям обучаем. Спасибо. У нас сегодня в студии мама Наталья. Хотелось бы вам предоставить слово. Расскажите, пожалуйста, тоже о своем сыне. Ему 7 лет. Вот когда вы впервые столкнулись с аутизмом, какие вот сложности вас ожидали, трудности на первых порах? На первых порах, ну, до года мы не заметили, как говорила Венера Мурзаковна. Этот период мы пропустили. И ближе к 2 годам мы уже стали замечать, ну, нам говорили уже знакомые, что что-то не так, что-то не то в поведении. Ну, обратились мы, ждали, как обычно, это было 5 лет назад, и мы ждали до 3 лет. Но где-то к 2,5 годам мы обратились все-таки к неврологу. Нам был поставлен диагноз ЗРР, это задержка речевого развития. То есть до 3 лет ставится диагноз задержка речевого развития. Было медикаментозное какое-то лечение, ну, тут ковид, год был как бы упущен в нашем случае. И к 4 годам нам уже поставили задержка психоречевого развития. То есть ребенок не отвлекался на имя. Это было 2,5 года, когда был нарушен зрительный контакт.
Причем это было до 2 лет все. Был и лепет, было и гуление, были слова. То есть до 2 лет, ну, это было порядка 10 слов. Когда мы обратились к врачу, неврологу, на тот момент это было порядка 30 слов. Для меня как мамы было, что ну, у меня был опыт первого ребенка, ребенок был нормотипичный, и был так интересный самый такой звоночек был первый, когда восприятие телефона игрушечного, как мы подносим к уху, и мы говорим «алло, алло». Ребенок у меня в итоге сказал «алло, алло». И следующий день, как бы, ну, это значимо для ребенка, он должен был ассоциацию взять этот телефон и сказать «алло, алло». Этого не было. Это было странно, но я как бы пропустила эти моменты. Затем как бы ребенок все-таки говорит, немного говорит, это короткие слова, там, ну, там, и мы учим стихотворение. И через время стихотворение он рассказывает, и проходит 2-3 дня, он абсолютно не помнит его. То есть это было тоже интересно. А на контакт он шел с вами? Нет, 2,5 Смотрел в года глаза? я на тот момент работала, и ему уже не было контакта с мамой. Мама дома, мама если, он уже ушел в свой мир. Да. То есть это было, конечно, упущение. Но опять-таки с 3 лет до 4 лет это было уже понимание того, что, естественно, что-то не так, но аутизм мы не рассматривали. На тот момент есть такая... То есть не хотели, наверное, мириться, Вы знаете, да, с это у этим? каждой мамы есть такая стадия отторжения. Это каждая мама проходит через это. И тут важно, конечно, маме этот момент, конечно, не затянуть. То есть это важно, чтобы мама приняла и начала работать. То есть она должна понять, что это длительная, упорная работа. И ближе к 5 годам я слышала о центре на тот момент «Посыл Мирас», и потом он уже стал «Байтерек». И при возможности, когда мы получили центр дневного пребывания, это была господдержка, мы обратились в центр «Байтерек». Конечно, с того момента ребенок не было тактильного ощущения, не было ощущения своего тела. То есть вот о чем говорили, то есть через игровые. Самое начало это было то, что нужно было понимать свое тело. То есть от этого у нас пошли слова. Это слова как бы были выкрики, была вокализация. Но осознанной речи, понимание того, что это кукла или это мама. То есть мама, например, слово у нас было в 4,5 года. То есть если вот так вот понимать, насколько аутизм, и это, там говорят, новый диагноз, что это, как вроде бы. Вот, например, осознанно такое для меня, как и для родителей, это был такой всплеск эмоций, когда ребенок, мама, наверное, поймет, произносит первый раз 4,5 года «мама». Это, конечно, было уже вот... На тот момент у нас потихоньку пошло развитие. Ну и сейчас, как успехи у вашего Ну, конечно, сыночка? с 5 лет мы сейчас в положительные надежных... изменения, довольны ли вы? Да, сейчас мы в надежных результатами? руках, конечно. Что мне нравится в Байтереке, я, например, прихожу, и, конечно, какие-то бывают моменты, что я пришла, ребенок активный, и где-то какие-то у нас есть взлеты, какие-то вот есть моменты, я прихожу, и меня встречают с такой теплой улыбкой. Мы рады моему ребенку. Мне чрезмерно, как маме, конечно, становится спокойно, что я желанна, мой ребенок в надежных руках. И, конечно, мое спокойствие, это однозначно я скажу всем родителям, спокойная мама, спокойный и уверенный в себе и в своем будущем ребенок. То есть уверенная мама, конечно, есть будущее у ребенка. Поэтому это длительный и упорный труд. Обязательно нужно работать над своим ребенком, нужно верить в своего ребенка, нужно понимать, что у него обязательно есть будущее. Эти дети очень талантливы. Как сказали, через арт-терапию действительно в Байтереке развили нашу способность. Ребенок рисует, через восприятие этого мира он воспринимает через картину. То есть мы, например, задан маршрут до Байтерека, и в этот момент он приезжает и рисует дорогу, рисует машины. Это очень интересно. Скорая То есть за 2 помощь. года вы видите такие, Конечно, плюсы? конечно. Не жалеете ли вы о том, что раньше времени не отдали своего Конечно, ребенка? это у любой мамы, когда она не в 2 года Ранняя обратилась. коррекция очень важна. Да, это для очень важно. А мы таких сейчас детей. понимаем, и я вижу, когда
мамы приходят рано, и этим детям 1,5 года. И, конечно, я вижу, что у них, естественно, будет быстрее Больше, толчок. да. Но мы, конечно, видим и очень рады своим результатам, потому что ребенок говорит, ребенок может выразить свою просьбу, свое пожелание, может сказать, что я это хочу, я это не хочу. То есть это такие очень серьезные моменты, когда ребенок может сказать, что ему нравится, что ему не нравится. То есть он выражает тем самым свои чувства. А для детей с аутизмом умение чувствовать, умение выразить свои чувства, это, конечно, очень важно и в дальнейшем, в будущем. Спасибо. Ну, стоит отдать должное, конечно, всем специалистам, Конечно. работающим с этими детьми. Детей аутистов называют детьми дождя, наверное, от того, что они постоянно, да, как мы до этого говорили, закрыты в своем мире, и очень трудно, да, раскрыть, да, их мир. Но вам это удается делать, пусть маленькими шагами, но вы радуетесь каждому, да, каждому результату. Даже вот слово «мама», да, произнес ребенок, а для вас это такое счастье, да, большое. Скажите, пожалуйста, Венера, вот почему некоторые папы, мамы, родители не хотят, да, признавать вот до последнего, что их ребенок аутист, оправдывая его поведение особенностями характера, да, даже иногда в общественном месте мы видим, да, ребенок там какие-то эмоции, да, свои выражает, там выкрикивает или начинает там проявлять агрессию, то как окружающие люди думают, что это просто избалованно, да, ребенок и не понимает, да, полностью, да, в чем проблема данной ситуации. Может, это не связано скажу, с что внутренней многие стигмой? родители в самом начале, когда вот мы открыли этапа, то есть, да, многие родители не воспринимали своего ребенка, то есть его диагноз, что его ребенок аутист, что он особенный ребенок. Но когда проводишь с ними консультации, психологические тренинги, это в самом начале, то есть когда при асломеразе мы донесли до родителей, что нужно принять этого ребенка таким, как он есть. То есть он такой же ребенок. С чем он отличается от нормотипичного? Ну да, он закрытый, да, он не говорит, да, он не умеет играть. Для этого существуют такие же центры, как наши. То есть мы должны, как Наталья сказала, мы должны работать вместе. То есть педагог отработал, мама должна отработать дома. Опять многие родители говорят, а у нас нет тех пособий, что у вас, а вам и не нужны эти пособия. Вы чистите, допустим, ужин готовите, чистите картошку, сынок это картошка или доченька это картошка, а это овощи и так далее. То есть с каждым разом мы усложняем, мы то есть отрабатываем. И вот тебе занятие, разговаривайте. Разговаривайте, говорите, идете по улице, заметьте прекрасную погоду, солнечную погоду. То есть, да, не только с аутистами, вообще даже со здоровыми детьми с малых лет нужно разговаривать. Мамам всегда некогда, то есть мама не успевает. Да, я понимаю, мама не успевает. Но когда ты разговариваешь с ребенком, сегодня, завтра, накопительное, через какое-то энное время ребенок это скажет. И главное, вот я хочу сказать, да, чтобы родители приняли своего ребенка таким, какой он есть, развивали его. То есть это не просто, вот ко мне родители приходят и говорят, а вы, если он не разговаривает, да, у него ЗПРР, ЗРР, и они говорят, вот мы к вам пришли, а за какое время вы нам поставите речь? Ребенок не понимает инструкцию, ребенок не разговаривает. О чем? Здесь, допустим, здесь уже родители не понимают, какая речь. Вы 5 лет сидели дома, то есть вам уже в школу, и надо, чтобы ребенок заговорил за месяц. Он не понимает нашу инструкцию, а иногда даже сложную, чтобы пойти в другую комнату, принести там что-то другое. Он думает, ага, мне дали инструкцию, я куда-то в другую комнату иду, еще что-то надо найти, еще его принести. То есть поэтому особенному ребенку, аутичному ребенку, то есть, да, мы даем одну инструкцию. Принеси, допустим, ложку или обуйся, просто показываем на обувь. Элементарные, да? Да, такие да. Поэтому, вещи. да, эта коррекция не составляет год, 2 года, 3. Ребенок пока не вырастет, постоянная коррекция. То есть специалист, родитель, специалист, родитель. Постоянно. Да, есть аутичный спектр, который у нас с охранным интеллектом, прекрасные детки, которые все понимают, рисуют, пишут. То есть он не творческий, как сказать, что он все знает, да? Но у него тоже проблемы. Он не может делиться. Допустим, вот понравился, допустим, мои часы, он может их вырвать, ему это нравится.
Он не спросит, можно ли, он не спросит, это ваше ли, то есть он его заберет. Или же он может рассказать о каком-то фильме долгое время, но он не спросит меня, интересно ли мне это. Но он с охранным интеллектом, он все говорит, он всех звезд знает. Но опять-таки это тоже проблема. Но когда отрабатываешь, то есть до этого ребенка можно довести до социума. То есть в дальнейшем этот ребенок может самостоятельно ходить в магазины, ходить в парикмахерскую, то есть употреблять или то, что он хочет, его желание. Пожалуйста, но только работать с этим ребенком постоянно. Спасибо. Мы продолжаем нашу передачу. Дорогие гости, телезрители, сейчас прервемся ненадолго на музыкальную композицию. Далее продолжим нашу беседу. Не переключайтесь. Мы продолжаем нашу передачу «Куншлаг» в прямом эфире. Дорогие телезрители, если у вас есть какие-то интересующие вопросы или пожелания к нашим гостям студии, то вы можете это сделать, дозвонившись по номеру 28 58 69, либо написать на номер WhatsApp 8 700 028 58 69. Будьте активными, дорогие друзья. Ну а мы продолжаем нашу беседу. Скажите, пожалуйста, уважаемые гости, были ли в вашей практике какие-то вот особые, запомнившиеся случаи, связанные вот в работе с детьми-аутистами? Может быть, и мама, да, расскажет вот именно какие-то моменты, связанные с сыном, трогательно, эмоционально. Ну, мы как мамы, например, в развитии и понимаем, что это долгий путь, мы ищем разные методы. Сейчас очень много методов нам предлагают: БАК, Томатис, МВТ. Ну, мамы, наверное, многие знают, мы много что пробуем. Но как родители мы в поисках быстрого лечения, быстрого развития, чтобы, вот как Венера Мурзакова сказала, ребенок тут же там в течение месяца-двух смог заговорить. Такого нет. Нет до сих пор волшебной таблетки, которая могла бы быстро запустить речь. Но, однако же, есть методы, которые действительно помогают. Это и арт-терапия, это и игровая терапия. На своем ребенке я вижу очень хорошие результаты этих терапий. И поэтому, когда ребенок начинает чувствовать свое тело, начинает говорить, обращаться, начинает, например, мы пошли в 1 класс, и, например, ребенок смотрит, как другие дети играют, и повторяет за ними. Это уже такой большой прогресс для нас. То есть он в социуме, мы видим его развитие. И, конечно, как мама, для меня это большое значение имеет в его развитии, то есть это уже дальнейшее его будущее. Спасибо, спасибо, Наталья Богдановна. Я много уделяю, чтобы ребенок был в социуме. Когда, например, до проведения своего занятия, я, например, усаживаю детей, и предварительно мы вместе играем. То есть применяю перед лепкой или рисованием, или конструированием, я обязательно использую игротерапию. Например, усаживаю детей всех, и мы играем шалтай-болтай. Они очень, им интересно, заодно у них массаж делаем друг другу. И он тоже старается подбежать ребенку, делать массаж рядом, который ребенок. И вот эти моменты, я считаю, самые, что вот для меня, что я достигла своей цели в социуме, он начал им делать массаж. Контактировать, делать массаж. И после этого я говорю: хотите рисовать? Да. А иногда говорят: давайте еще играть. Уже наиграются, уже идут. И после этого, после этих игр они идут делать, выполнять те задания, которые я им предлагаю. И это уже, считаю, что это уже достижение. Ребенок сел, выполнил инструкцию, которую я им дала, и получился результат. Спасибо. Я хотела дополнить. Правильно мама сказала, Наталья, что не существует волшебной таблетки. Если бы существовала волшебная таблетка, тогда у нас не было бы больных детей, и вообще вся планета была бы здоровой. То есть, да? И я что еще хочу дополнить ко всем нашим занятиям. У нас часто мы проводим мастер-классы. То есть, да, родители не доверяют своим детям. Ну, честно признаемся, да, если она там готовит там пирог или какой-нибудь тортик, не мешайся, ты испачкаешь, после тебя надо вытереть и так далее. А мы детям даем полную свободу.
То есть, когда у нас мастер-классы, мы готовим и торты, и коктейли всякие. То есть, это делает ребенок сам. То есть, наша страничка Инстаграм, мы все это помещаем. И когда ребенок это делает сам, пусть он там миксер-маню размешивает, коктейли делает, торты выпекает, потом снимает с себя все вот эти вот фарточки, рукавички и так далее. И у нас есть отдельный еще кабинет, то есть комната, мы ему именно сделали как кафетерий. Это же тоже к социуму, да, социализируемому ребенку, то есть, да, коммуникация, они с друг другом работают. И выходим с кухни, то есть заходим туда, ставим все это на стол, все это мы оформляем, и ребенок, то есть пробует то, что он приготовил сам. Опять-таки мы не можем собрать много детей, это небольшая группа из 5-6 человек, допустим. Вот как Карима, они часто участвуют. Бибежар у меня, например, девочка, да, Мадина. И это очень интересно. И мы тоже делаем частые походы в кафе, в рестораны, чтобы наши дети умели вести себя в общественном месте. То есть, да, вначале вы подметили, то есть, если ребенок едет на транспорт, вот он сидит, рядом стоит мама, заходит женщина, начинает ребенка истерить, и она говорит: поднимите, я хочу сесть. Ребенок не встает. То есть, рядом, который стоит человек, он просит места, он не понимает, что это особенный ребенок. И он обвиняет маму, что вы не воспитали своего ребенка как надо. Вот эти вот наши занятия, когда мы ходим, допустим, в кафе, ребенок учится себя вести, ребенок учится себя контролировать. То есть, если в начальном пути он ходил, показывал нежелательное поведение, брал там свой кусочек за другого, то есть уже постоянно он уже умеет себя вести. Он не истерит, он не показывает нежелательное поведение. То есть вот его тарелочка, неопределенно он показывает маме, если он не может достать, положи, пожалуйста. Но это же большие успехи. Спасибо. Пожалуйста. Ну вот мы игровую терапию применяем из-за того, что вот наши дети бегают к нам в кабинет. Потому что сейчас родители с детьми не играются. А они заходят и просят, вот у нас стоят вот игры, там, качаю, шалтай-болтай. Я им говорю, какую игру будем играть? И они показывают, шалтай-болтай. Или там, качай. Это одна из любимых игр, да, качай. Потом я им говорю, садитесь. Сперва садимся, потом поздороваемся вместе, потом сейчас дети очереди не знают. Потом садится, потом им говорю, давайте это шалтай-болтай будем играть. И мы сидим вот так. Хочешь играть? Они, хочу играть. После этого только мы играем. Если они не скажут хотя бы хочу не играть, они не умеют же играть, говорят, хотя бы хочу. После этого мы начинаем играть. Поиграемся, потом я им говорю, садитесь, сейчас сделаем, там резать, там лепить, вот это все сделаем. После этого еще будем играть. Я их спрашиваю, какую игру будем играть? И они смотрят, вот такие гамак же есть, и качай. Вот так. После этого и эти игры применяются из-за того, что мы чтобы они делали наши задания. Если они не играются, но они не будут задания делать. Мы сперва поиграем эту игру, потом задание выполняем, после этого опять игры. Они ждут, когда эти игры будем играть. Спасибо. 5 минут у нас остается до окончания эфира. Какие у вас будут пожелания, может быть, да, тем родителям детей аутистов, которые в данный момент столкнулись, да, с такой проблемой, отчаялись, опустили руки? Может, вы тоже дадите какие-то советы, рекомендации? Пожалуйста. Слова поддержки, да, сейчас очень важны. Наталья, конечно. давайте начнем. Ни в коем случае не отчаиваться, обращаться за помощью, не бояться получать помощь. Хорошо сейчас помогают государственные программы для этого. Они разработаны, и это огромная помощь для нас, родителей. Есть такие центры, где нас принимают, где нам квалифицированные специалисты оказывают помощь. Дальше, как вы сказали, 70% зависит от мамы. Конечно, это нужна длительная работа с ребенком. Ни в коем случае
я где-то читала, что даже говорят не смотреть на него как на больного. Это не болезнь, это расстройство аутического спектра. Состояние такое, это временное состояние. Если при правильной коррекции ребенок может социализироваться, ребенок может себя прекрасно реализовать, потому что мы читали и знаем, что многие великие ученые, многие художники имели аутистический спектр, и они себя реализовали за счет, конечно, своих мам. Это в том же случае тоже так и есть. И, конечно, своего потенциала, потому что эти дети уникальны. У них очень большая... Их можно реализовать в любых направлениях. Конечно, сейчас это очень много этих детей программистов, потому что они усидчивы, эти дети очень внимательны, они видят, например, и замечают этот мир, то, что мы не видим. Им это очень интересно. Поэтому мамам, конечно, ни в коем случае не отчаиваться, работать над собой. Это длительный забег, но Главное приз терпение. – это будущее вашего ребенка. Благодарю. Алтын. Что я могу сказать, так это, чтобы родители больше уделяли время своим детям, разговаривали с ним, как Венера Мурзаковна сказала, потому что разговорная беседа для ребенка очень важна. Даже если он не отвечает, он понимает, он старается понимать. Например, когда я получаю осмысленный ответ от ребенка, и когда он пытается вести диалог, я очень счастлива, потому что я вижу плоды своих трудов. Поэтому то, что я могу сказать, это быть внимательной со своими детьми и не бояться обращаться к специалистам, потому что в этом нет ничего страшного. Это очень важно как для родителей, так и для будущего своего ребенка. Благодарю. Я тоже хочу сказать, чтобы родители вместе с детьми много рисовали, лепили, и чтобы развивали у них фантазию. Это самое главное, это путь к успеху. А я бы хотела обратиться к телезрителям. Возможно, это слушают мамы, бабушки, сестры, братья, ну и, может, дети. Я хочу обратить особое внимание, чтобы нормотипичные дети относились к нашим особенным детям с любовью. Он такой же ребенок, он ничем не ущемлен. То есть в классах я знаю, что поэтому, чтобы нормотипичные дети относились к особенным детям с любовью, с уважением, помогали ему. Это самое главное, потому что он идет в школу, и чтобы была помощь, поддержка от других детей. Ну, я благодарю вас за участие в нашей передаче. Желаю только процветания вашим центрам. Пусть ваш труд всегда высоко ценится. Благодарных вам детей и родителей. Ну и вам, конечно, терпения. Ну и успехов. Самое главное – здоровья вашему сыночку. И побольше новых достижений и побед. Спасибо, что провели это время с нами. Дорогие телезрители, мы надеемся, что наша передача заставит задуматься многих о том, что рядом с нами живут особые дети. Они не опасны, их не надо бояться, их не надо обходить, им надо просто помочь. Это такие же дети, как и все, только они немного другие, особые. Так давайте все вместе отнесемся с пониманием к детям дождя, ведь им так нужна наша помощь, понимание и терпимость. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире.